осенний день, 7 октября, мы сегодня пришли специально на авеню, названную в честь Анны Политковской в Париже, чтобы уделить внимание этой личности, которая, будучи журналисткой и правозащитницей, отстаивала правду на всех уровнях, не побоялась противостоять коррупционной машине, авторитетным генералам, совершавшим преступления на территории Чеченской Республики во время 2 русско-чеченских войн на стыке 2 тысячелетий. Она отстаивала права и свободы граждан своей страны, но в силу обстоятельств увидела совершавшиеся преступления на территории Чеченской Республики и как гражданин мира встала на защиту бесправных и беззащитных граждан Чеченской Республики, уничтожаемых и терроризируемых военной машиной России. Все это кончилось трагической смертью. Ее просто убили, когда не смогли аргументированно, убедительно противостоять ей в беседе или в юридических институтах. Ее просто убрали как человека, который обнажает действительность, обнажает все недостатки бесчеловечного руководства России. В общем-то, защищая гражданские права и своих граждан российских, и граждан Чеченской Республики, фактически она отстаивала права и свободы всех граждан, всего человечества. По большому счету, во Франции ей бюст поставили, и вот в частности в Париже авеню названа в ее честь. В этом отношении в других странах человеку, который отстаивает гражданские права и свободы, независимо в какой стране, этого человека чтят и уважают, особенно в правовых государствах. В отличие от России, и в частности Чеченской Республики, оккупированной сегодня, в общем-то, отстаивая права и свободы граждан Чеченской Республики, она погибла. И мы, Ассоциация чеченских демократов в Европе, в частности во Франции, считаем, что в нашем государстве после освобождения нашей оккупированной территории Чеченской Республики Ичкерия будет увековечена память Анны Политковской памятником. Непременно в аллее журналистов будет ее имя, и памятник в ее имя не канет в лету на нашей территории. В Чеченской Республике Ичкерия ее помнят, знают и будут помнить всегда. Она не боялась говорить с высокопоставленными чиновниками, руководством военной машины, с генералами, с большими звездами. Она говорила им прямо в лицо правду и об их преступлениях, бесстрашно отстаивала права и свободы граждан, которых они, беззащитных граждан, которых эта военная машина уничтожала и терроризировала, нарушая все законы и конвенции. И даже своей российской страны законы нарушая, не говоря уже о международных конвенциях и правах человека. Поэтому имя Анны Политковской не должно кануть в лету. Мы должны обязательно, непременно
увековечить ее памятником, и улицы будут у нас, и авеню будут, как в Париже. Обязательно имя Анны Политковской будет увековечено на территории Чеченской Республики Ичкерия после освобождения от оккупации.